Лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов посетил Крымский федеральный университет, где встретился с руководством недавно созданного физико-технического института, а также прочитал лекцию студентам, посвященную развитию солнечной энергетики. Перед лекцией ученый встретился с журналистами и ответил на вопросы о состоянии российской науки, о планах и перспективах. По его словам, для развития науки стране необходимо искать новые формы образования и готовить специалистов в тех областях, в которых можно ждать серьезных прорывов. Однако есть сложности, с которыми российская наука столкнулась в последнем десятилетии. В частности, реформа Академии наук Российской Федерации и утечка мозгов. Одна из серьезнейших проблем отечественной науки сегодня – это разрыв поколений, потому что 30-40-летние очень многие уехали, и те, кто там вообще успешно сделали карьеру, они не вернутся. А тем, у кого там ничего не получилось, нафиг они нужны нам здесь. Вот поэтому нужно готовить новые кадры, нужно их растить, нужно, чтобы они быстрее осваивали вершины науки. Несомненно, на состояние российской науки также серьезное влияние оказали санкции, введенные против Российской Федерации. Это полное безобразие. И санкции против нас, и наши ответные санкции. Но они возникли как ответ. Но на самом деле и то, и другое против населения. Нобелевский лауреат уверен, что основная роль высших учебных заведений должна быть направлена на сохранение и приумножение традиций, которые были накоплены за долгие годы. Для меня Таврический университет – это прежде всего университет, в котором основан при участии Владимира Ивановича Вернадского, в котором учились Курчатов и Синельников, в котором профессорами были во время гражданской войны Йоффе и Френкель, и традиции нужно сохранять и развивать. А система федеральных, национальных, есть некая система нужна для того, чтобы платить побольше денег. Нобелевский лауреат находится в Крыму в рамках представительного симпозиума, организованного Министерством образования и науки Российской Федерации.